Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. Тема звучит так. Почему он боится перед вами открыться? Почему стесняется? Почему молчит? Почему никак себя не проявляет? Если тема интересна, пожалуйста, загадайте своего мужчину, своего молчаливого, скромного мужчину. Назовите его по имени, загляните в его глаза. Так и спросите, почему же ты боишься передо мной открыться? И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну просто чудесно. Вы посмотрите, чаша, правда пустая пока. Да, так иногда бывает. Нужно время, чтобы эта чаша любви наполнилась. Но что хорошо, ваш ботинок, смотрите, видите, вот он, ботиночек, смотрит на чашу. И ботиночек мужчины тоже смотрит на чашу. Мои хорошие, у вас есть чувства, у вас есть взаимный интерес. Кто-то уже вместе находится. Мужчина, как говорится, не мычит, не делится. А кто-то только лишь присматривается, да. Пришел на мою отсыпочку, загадал. В любом случае между вами есть притяжение. И у вас есть планы на мужчину, желание развивать эти отношения. И у мужчины то же самое. Планы на вас, желание с вами выстраивать отношения. Вы друг к другу тянетесь, вы друг к другу стремитесь. Кто должен пойти на свидание, кто должен пойти на встречу, обязательно пойдете. Встреча состоится. Кто переживает, что мужчина не зовет на свидание, он обязательно вас позовет. Обязательно. У вас встреча будет. Будет 100%. Так, давайте разбираться дальше. Взаимная заинтересованность – это просто чудесно. Вы на пути к любви. На пути 100%. Так, мужчина. Мужчина сложный персонаж. Вы знаете, он у вас пуганый. Действительно пуганый. Вот видите, прекрасная пара, мужчина и женщина. Они вместе, на одном уровне. Мужчина держит свою женщину, поддерживает ее. Да? Это его мечта. Мечта найти ту самую идеальную, ту, которой он доверится, с кем он будет идти по жизни рука об руку туда, где счастье, туда, где светло, туда, где дом, где приятно, где тебя любят. Да, это его мечта. Но вы посмотрите на вот этот персонаж. Вы видите, женщина с плеткой. Стоит женщина с плеткой. Я так понимаю, что это его бывшая. У кого-то отыграется, что мама. Мне, как закрывают эту информацию. Вы видите, вот такой филин сидит, крылья расставил, говорит, не пущу, не покажу. Это тайна, это секрет, это то, о чем нельзя говорить. Но это его позиция. Его, да. То есть он скрывает эту женщину. Вернее, он скрывает то, что эта женщина делала с ним. Либо делала ему. Судя по тому, что она с плеткой, видно, ему досталось. Причем досталось не по-детски. Если это бывшее, унижение, оскорбление, измены, предательство. Да, еще могла его обворовать. Если это мама, то это деспотия, унижение, преуменьшение его значимости, затуркивание, побои. Да, это было. Было. Досталось вашему мужчине. От этого он такой и запуганный, забитый. Ему страшно, девочки, довериться женщине. С друзьями он молодец, он активный, он яркий, его видно, он смеется, там, душа компании. А вот с женщинами не задачка. У него два отношения к женщинам. Одно отношение потребительское, то есть удовлетворение своих
интимных потребностей. А второе – это вот любовь. Любовь. Любовь он нашел с вами. По крайней мере, он на пути к этой любви вместе с вами. Но память об этой женщине, она сильна. И этот испуг, девочки, ой, сложно вам придется. Вам сложно придется, чтобы его расслабить, чтобы снять этот испуг, чтобы его расположить к себе. Да? Возможно, даже придется доказывать, что вы не такая, что вы не станете его тиранить, что вы не станете его унижать, вы не будете его, там, не знаю, там, туркать, да, гонять, изменять ему не будете. Непросто, девочки, непросто. Видите, какая-то мадама постаралась, а вы теперь вот вместо того, чтобы с ним вместе быть, да, сидите, смотрите мое гадание. У вас вопрос, а почему он такой? А что случилось? Вот, пожалуйста, она случилась. Она случилась в его жизни. Есть люди, которые точно знают, что произошло. Знают, вот 100% знают. Но они тоже, видите, как отвернулись, хранят его тайну. Либо вы именно к этим людям не обращались и не спрашивали. Возможно, вы в принципе ни у кого ничего не спрашивали, просто сидите и гадаете. Ой, может быть, я ему не интересна. Ой, может быть, я ему не нужна. Послушайте, обратитесь к его окружению. Обратитесь, спросите. Спросите, и причем спрашивайте прямо, ровно спрашивайте, без всяких там полутеней. Спросите прямо, так и скажите: я люблю этого человека, да, либо я очень заинтересована в нем, я хочу выстраивать с ним отношения, но я не понимаю, почему он такой, почему он холодный, почему отстраняется, почему он не открывается передо мной в своих чувствах. Вы узнаете, вам скажут. Пусть не все, но основные моменты вам расскажут. Ну, расскажут, что была вот эта вот мадама, что она с ним делала, как она с ним делала, и как долго он после нее восстанавливался. Сколько месяцев либо лет он потратил на то, чтобы вернуться к нормальной жизни. Да, бывает. Девчоночки, ну, часто мы слышим истории о том, как мужчина мучает женщину, издевается, не уважает, но, к сожалению, это где-то 50 на 50. Очень много женщин есть, которые портят мужчинам жизнь. Просто мужчины об этом не говорят, мужчины не жалуются, для них это стыдно, это позорно. И они просто молча страдают, закрываются. Понимаете, маньяком на ровном месте человек не становится. Не становится. Там должны быть действительно какие-то серьезные причины. Вот. Ваш не маньяк, не переживайте. Нет, он нормальный. Просто напуганный и закрытый. Так, вы очень нетерпеливая. Вам подавай все и сразу. Не, ну вы, конечно, можете потерпеть, но так, совсем чуть-чуть, полчасика максимум. Вот. Это нетерпение вас просто съедает изнутри. Вы очень любопытная дама. В принципе, этот живой интерес к жизни, он вам помогает. Но есть вещи, которые раскрываются нам постепенно. Поэтому, девочки, хотите узнать, не спрашивайте у него, спросите у того, кто его хорошо знает. Что касается этого мужчины, вы его ведь притянули, знаете чем? Вот этим своим врожденным позитивом. Вы же светитесь, девчоночки, светитесь. Вы такая жизнерадостная, вы такая пробивная, вы такая веселая. Вот есть в вас какой-то особый огонь. Понимаете, он такой манящий, но не обжигающий. Вот. И этот мужчинка, он приманился на этот огонь. Он все пытается его рассмотреть. Вот прям любуется вами. Вы, кстати, завладели его мыслями. Вы завладели его желаниями. Это очень хорошо. Это замечательно. Смотрите, у кого-то из девочек просто азарт был. Да? Вот мужчинка такой вот насупился, внимание не обращает, либо наоборот такой вот прям холодный, весь закрытый. Вы думаете: а возьму-ка я тебя и раскручу на отношения. Да? А ну-ка, попробуем тут пофлиртовать. Вот. А чем больше стали его узнавать, чем больше стали с ним близко общаться, тем больше стал нравиться. Не заметили, как втянулись?
Теперь, девчоночки, думайте о нем. Вот вы думаете о нем, а он думает о вас. Я даже больше скажу, у кого-то есть сильнейшая эмпатия. Когда вы думаете о нем, он сразу же вспоминает о вас. И наоборот, когда вы случайно вспоминаете его, это значит, он думает о вас. Замечательно, просто замечательно. Девочки, кто-то сейчас вот на расстоянии, то есть мужчина в одном месте, вы находитесь в другом месте. То есть между вами еще какая-то дорога есть. Может быть, он там по командировкам ездит, там, по заработкам ездит. Может быть, там поехал родителей наведать, да? Девчоночки, если он сам вдруг там не пишет, либо редко звонит, вы это проявите инициативу, проявите. Там, с утречка ему смс-очку, хорошего тебе дня, да, пусть у тебя все будет хорошо, там, с добрым утречком, там, днем, а ты покушала, все ли у тебя хорошо, там, вечером, как день прошел, что делаешь, там, ночью, спокойной ночи, там, да, понимаете, проявляйте инициативу. Покажите ему, что он вам интересен. Покажите, что вы о нем заботитесь. Что вы, действительно настоящая, хорошая, добрая женщина. Он это понимает головой, понимаете? Вернее так, он понимает сердцем, а головой, вот в голове образ вот этой злодейки. Вот. А так вы поможете сердцу взять верх, его сердцу. Смотрите, у вас все впереди. У вас с этим мужчиной все впереди. Будет, девчоночки, будет. Он немножечко отойдет, потом подрастает. Вот. Еще такой прям приставучий станет. Знаете, такой прям, который вот мимо не пройдет, чтобы там не поцеловать, не обнять, там, за попу ущипнуть. Прям еще будете говорить, что такое приставучий, что ж ты так ко мне пристаешь, а? Вот. Будете еще отбиваться от него. А как разговориться, девочки, да, он же тут вам и стихи будет сочинять, и там баллады про любовь петь, и признаваться, и такие вот слова вам придумает, такие нежные, добрые. Вы таких слов еще никогда не слышали. Да. Он еще себя покажет, девочки. Главное, ничего от него не требуйте, вот там признаний и прочее, не надо, не надо. Всему свое время. Он привыкнет. Обязательно привыкнет. Тем более вы такая фантастическая. Вы любого мужика расколдуете, поверьте. Есть у вас такая сила. Я вижу ваши отношения. Честно, вижу. Смотрите, вот он, вот вы. А вот она, дверь, которая открывается. Это дверь в любовь. Это дверь в пару. Кому-то прям в семью уже даже дверь. Все будет, девчоночки. Дождитесь своего времени. Главное, не форсируйте события. Это вам реально мешает. Вы такая напряженная становитесь. Это вам не к лицу. Мои хорошие, улыбайтесь. Улыбайтесь и мужчиночке этому своему все время знаки внимания посылайте. Да? Просто маленькие смс. Хотите не смс-очку, просто смайлик посылайте ему там периодически какой-нибудь интересный. Вот. Чтобы и смешно, и тепло. И все будет замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.